Сегодня стартует, пожалуй, самая интересная часть чемпионата континентальной хоккейной лиги. Это плей-офф, игры на вылет. Второй этап. Назовите как хотите, но смысл остается прежним. Это тот этап чемпионата, на котором цена ошибки очень велика. Давайте поговорим сегодня об этом. Я представляю гостя в студии. Сегодня это Андрей Анкудинов. Это уже известный человек нашим телезрителям. Тренер спортшколы Салават Юлаев, нападающий хоккейного клуба Салават Юлаев с 2013 по 2015 годы. Хоккейный эксперт прямых трансляций на телеканале БСТ. Ничего не забыл, Андрей? Да нет, наверное. Вот. Все нормально. И я на самом деле хочу сказать, что Андрей в этом сезоне у нас дебютировал в составе нашей телевизионной команды на прямых трансляциях хоккейных с участием Салавата Юлаева. За это надо сказать, наверное, огромное спасибо моему коллеге Артему Кочешеву, который совершил такой важный селекционный шаг, потому что он пригласил Андрея. Ну как вам первый сезон, дебютный был в составе? Да. И расскажите, вы увидели хоккей с другой стороны? Да нет, в принципе, не с другой. Хоккей всегда один и тот же. То есть я не смотрю его с самого детства как зритель. То есть я его... Это моя работа, это моя жизнь. И сейчас просто я о ней рассказываю зрителям и пытаюсь как-то донести какие-то нюансы, может, моменты те, которые обычному взгляду не видно. А в принципе, хоккей все так же по косточкам раскладываем. Нравится? Да, конечно. Но не все вот хоккеисты готовы идти именно вот в эту телевизионную кухню, а вы вот пошли. Почему? Как думаете? Ну, мне интересно, появилось время свободное, то есть попробовать что-то новое. Мне вообще, в принципе, всегда было интересно. Медиа какая-то, наверное, где-то посмотреть, что я могу или позаикаться, или нет. Не секрет, что у зрителей, у болельщиков есть любимчики. И не только среди игроков, да, среди комментаторов, среди экспертов. Но вот есть один тонкий нюанс, да. Любимчики зрителей, болельщиков, ну вот очень не любит команда. Как у вас с этим? Да, проблем нету. Я не знаю, кто там любимчик или не любимчик у зрителей или у команды, но проблем с, как сказать, с командой точно нету, никаких претензий там не было, потому что я общаюсь с многими ребятами, да не только там с Салават Юлаев, в КХЛ очень много знакомых, друзей даже, потому что играл много, и моментов таких не было, не возникало, даже где-то подходят, даже удивляются, ничего себе, там ты пошел, так, даже интересно слушать некоторым ребята, которые помоложе даже, вот моменты там разбирали, ну, интересно. Знаете, в нашей телевизионной хоккейной истории на БСТ были такие моменты, когда экспертам говорили: ну вы слишком сильно критикуете. У вас такое было? Давайте только честно, по-хоккейному. Да нет, критика, это неправильное слово даже. Тут констатация факта есть, идет игра, и если идет ошибка, мы ее как бы разбираем. Критика, это неправильно. Критикой занимаются, наверное, критики, а мы эксперты и разбираем просто моменты. Ну вот я знаю, что когда мы готовились с вами сейчас к эфиру, да, немного настраивали здесь на нас камеры, вы говорили о том, что с одним из хоккеистов вы даже обсудили этот момент. Ну да, с одним было такое, недавно был такой момент. То есть вы немного не покритиковали, вы констатировали момент во время трансляции. Да. Ну расскажите поподробнее, зрителям тоже интересно. Ну, этот был просто во время моей тренировки во Дворце спорта, там, в Уфа-арене, пересеклись, обсудили момент этот, и все, в принципе, на этом было исчерпано. То есть никто не критиковал и никаких претензий не предъявляли друг другу. Даже не то, что от этого вообще не было. То есть был просто разговор дружеский, даже где-то пошутили. Я говорю: вот смотри, ты видел? Он говорит: да, видел, слышал. Говорю: давай как бы посмотрим. И посмотрели, все. Я даже не знаю, как это правильно объяснить. Ну, то есть вы, по сути, помогли немного тренерскому штабу? Да нет, у них там специалистов достаточно. Я просто люблю хоккей и люблю Салават Юлаев, и все. Андрей, ну теперь мы с вами поговорили о вашей телевизионной карьере, которая, я верю, что только начинается, потому что вы очень полюбились и нашему коллективу, и телезрителям. Спасибо. Но теперь давайте поговорим о команде Салават Юлаев. Я сказала уже, что регулярная часть завершена, теперь уже игры на вылет, но давайте подведем итог вот первому этапу чемпионата континентальной хоккейной лиги. Каким он был для Салавата Юлаева? Ну, я бы сказал одним словом, он был стабильным. Как таковых спадов у нас не было. И самое главное, я считаю, что и
мы быстро не взлетели, мы шли ровно, поступательно вверх, в таблице мы ниже там определенной своего уровня мы не падали, потому что спадов не было, таких как бы ям, там, запланированных спадов, как кто-то говорил. Такого не было. То есть мы ровно прошли чемпионат стабильно, без каких-то серьезных травм, слава богу, не как в том году у нас там у лидеров, да, было. То есть в этом году было все ровно, и я считаю, что очень достойно провели сезон. Вот вы говорите, что не было спадов. Очень есть такое мнение, да, что сейчас к плей-офф Салават Юлаев чуть ли не со спадом подходит. Не будет ли такого, да, поднимался, а сейчас вот перед плей-офф спад? Да, нет, я думаю, что момент тренерский штаб, наоборот, подводит команду к февралю, как говорится. Всегда, вот, когда я играл, и вообще это как бы не то, что там, как сказать правильно. Прописная истина. Да, прописная истина, то есть все топовые команды начинают играть только в феврале. Я считаю, что Салават Юлаев это топовая команда, которая с очень хорошим тренерским штабом, то есть и Козлов там высочайший мастер, и это, ну, столько везде играл и столько выигрывал. Я думаю, что они подведут. Угу. Салават Юлаев занял 3-е место. Как вы думаете, это вот по заслугам достойно? Это показатель результата? Ну, мы же все равняемся, да, все дилетанты на 1-е место, но здесь 3-е. Ну, 3-е, я скажу, в нашей конференции это хороший результат. И небольшой отрыв был от 1-го, 2-го. И, в принципе, мое личное мнение, этого не надо было делать, потому что выходить мы уже в том году вышли на Адмирал. Вот, выходить на Амур, я думаю, это было бы крайне неприятно. А сейчас мы будем играть с нормальным, хорошим соперником, рядом с соседями, как говорится, да, можно даже назвать там какой-то дерби, то, что Челябинская область и Республика Башкортостан, то есть это все рядом. Я думаю, что будет интересно и по логистике проще, и легче, и мы достойное место заняли. Ну вот Трактор, насколько это удобный соперник? Это традиционный вопрос. Понятно, что в плей-офф удобных соперников не бывает. Но все равно, давайте не будем лукавить. Да? Команды же смотрят, да, вот конечно. Удобный соперник, ну более-менее по зубам или нет. Вот вы правильно сейчас подметили. В прошлом году мы все считали, что Адмирал мы пройдем на 1, 2, 3. Однако, вот Трактор, что вы о нем скажете? Ну, я скажу, что команда, если по чемпионату, у нее были, вот как раз у Трактора были спады, смена тренера, смена системы, смена, ну, вообще, то есть команда перевернулась, там, встряхнули, там, очень серьезно команду, и она в конце сезона, в принципе, начала обретать свою, ну, наверное, свое лицо, которое хотели видеть руководство клуба, да, поменяв тренера и там пару человек в составе. Ну, сейчас это нормальный, добротный коллектив, но я считаю, что Салават Юлаев вполне по зубам, и я думаю, что, ну, это, опять же, мое личное мнение, что мы должны проходить Трактор, потому что мы просто сильнее на данный момент и в данном конкретном сезоне. Кто главный тренер Трактора? Только что сегодня о нем разговаривал, забыл. Двоюродный брат Заварухина, да. Да, вот. Заварухин, все верно. Вот для Заварухиных это противостояние, да, с Салаватом Юлаевым, это всегда, это не дело чести, это классная спортивная именно конкуренция. Вот как, что скажете? Да, я думаю, что какого-то там принципиального соперничества именно у Заварухиных нету, потому что один Заварухин у нас был многолетним капитаном, выиграл чемпионат России, и, то есть такой прям легенда клуба, и думаю, что он как-то там, ну, то, что он сейчас работает в автомобилисте даже, да, то есть у него там каких-то принципиальных соперников именно с Салаватом Юлаевым нету, а и у брата у его тоже. Ну, журналисты же всегда хотят найти какую-то интригу. Но... Теперь-то вы нас понимаете? Да. Интрига всегда нужна, но тут как бы нужно, ну, здраво смотреть, то есть, как бы, я не знаю, как правильно сказать. Адекватно, интрига. Да. То есть Салават Юлаев вообще, в принципе, раздражитель очень серьезный для всех, для всего хоккея, там, для всей России, потому что это бренд, это топ-клуб. Ну, как бы я считаю, что в топ-5, в топ-6 мы точно входим команд.
Андрей, давайте поговорим еще о составе, в том плане, что тренерский штаб, ну, естественно, в течение сезона как-то варьировал состав, да, меняли сочетания. Вот какие удачные сочетания назовете в защите, в нападении? Ну, в первую очередь нападение, я считаю, что у нас вот эта пара Хмельницкий-Лива, это прям, ну, топ. К ним Дроздов хорошо влился, в большинстве играет в первом. Алалыкин тоже неплохо смотрится с ними, но вот это вот именно они вдвоем, как они чувствуют, как они нашли вот эту химию, потому что я знаю, что они дружили до того, как Салават Юлаев Лива подписал контракт, то есть даже Саша с ним общался, ну, по крайней мере, то, что я слышал из источников в интернете, я лично этого не знаю, то, что он общался, то есть рассказывал про Уфу, про Салават Юлаев, про клуб, и он приехал и играет, лично мое мнение, он очень добавил именно команде. Но по защитникам как таковой там сыгранности и пар, там я не могу сказать, что там вот эта пара, там она прям точно классная. И они все хорошие у нас, все достойны играть. Я думаю, что Вячеслав Козлов у нас найдет самое оптимальное сочетание. Именно пар защитников. Виктор. Ой, Виктор, извините, да. Вячеслав другой. Андрей, и всегда у Салавата Юлаева, вот по истории, если посмотреть, была такая проблема с вратарской линией. Ну вот всегда нам с вратарями не везло. Наверное, вы согласитесь, да? Ну нет, Мецова был неплохой вратарь. Да, нет, были, но... в последнее время. Да, ну как-то случалось, что вот, ну, подводила вратарская линия. До Мецелы было, да, и так далее. У Еременко тоже не всегда стабильно было, да? Ну, если уж совсем копнуть. Да. Ну, все мы люди, не осуждаю, но констатирую. Вот сейчас, как вы оцените вратарскую линию? Ну, за последние... Ну, за время после Мецелы, я думаю, что это самое лучшее приобретение наших менеджеров. Это просто очень серьезное такое. За него можно и полцарства было отдать, как говорится. Он прям тут тащит нас пока. Дай бог, чтобы в плей-офф на самом нужном, важном этапе он еще более был стабильнее и вытаскивал нас изо всех, как говорится... неприятных ситуаций. Да, да, все правильно. Андрей, время нашего эфира подошло к концу, наше интервью заканчивается, и такой вот вопрос, не сочтите его за компрометирующий, но я знаю, что прогнозы дело неблагодарное. С каким счетом пройдем трактор? Ну, я думаю, 4-1. Проверим ваши знания. Да. Андрей, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своими впечатлениями. Мы тоже очень рады сотрудничеству с вами. Я надеюсь, что оно продолжится. Я уже не первый раз говорю за это интервью. Вот. Но мы с вами не поговорили о том, что вы завершили карьеру и начали уже тренерскую карьеру, да, карьеру игрока, и теперь вы тренер. Вот об этом мы не поговорили. Но потому что эта тема может просто... быть не такой яркой по сравнению с тем, что Салават Юлаев вступает в плей-офф. Поэтому я жду вас еще раз в нашей студии для того, чтобы вы рассказали о том, как вы тренируете детей. Да, обязательно. Приглашайте, я обязательно приду. Спасибо огромное. Итак, это была программа интервью. Сегодня в гостях у нас был Андрей Анкудинов. Это тренер спортшколы Салават Юлаев, игрок в прошлом хоккейной команды Салават Юлаев. Ну а теперь это эксперт прямых трансляций по хоккею на телеканале БСТ. Ну что ж, ждем старта плей-офф.